Помните, с кем Мемфиосей все это время беседовал? С Давидом. И как Давид однажды отреагировал, он говорит: эй, все, хорош, хорош. Помните, как он оборвал его? Когда тут рассказывал историю, почему то, почему это. Вот чаще всего бывает так, вместо того, чтобы истории рассказывать, нам надо оборвать это и начать смотреть на какие-то другие вещи. Вообще Библия, она полна разного рода примеров. И там два примера всегда. Позитивные или негативные. И одни и те же люди могут нести и один пример, и другой. Тот же Давид, например. Мы о нем можем говорить с негативной точки зрения. Там сблудил, убил, там натворил, пересчитал. Много пакостей он там натворил в своей жизни. Но и тут же про него можно с позитивной стороны сказать. Когда к нему пришел пророк, тут же на колени бахнулся и покаялся. Он не стал ничего придумывать, не стал дурить этого пророка. Это было смирение в его сердце. К примеру, тот же самый Давид, когда мы читаем про него, я сегодня хотел бы с вами из 1 Царств 17 главы прочитать историю. Это история о том, как он встретился с филистимским там героем, который всех побеждал, 3-метровый мужик по имени Голиаф. Филистимляне собрали войска для войны и пришли в поселение Сохо, что в Иудее. Они разбили лагерь в Эфес-Дамиме между Сохо и Азикой. Саул и израильтяне собрались, расположились лагерем в долине Элла и выстроились против филистимлян. Здесь история о том, что идет война. И в этой войне такая всегда была штука на этих войнах. Выходили два самых крутых мужика с каждой стороны. И вот со стороны филистимлян выходит человек, борец по имени Голиаф, родом из Гада. Ростом он был 6 локтей 1 пять. Ну, если на ссылочку нажмем, там 3 метра написано. На голове у него был бронзовый шлем, а сам он был одет в бронзовую кольчугу весом в 500 шекелей. 58 килограмм. На ногах у него были бронзовые наколенники, а за спиной висел бронзовый дротик. Древко его копья было большое, как ткацкий навой, а железный наконечник весил 600 шекелей. Перед ним шел его щитоносец. Чисто по-человечески. Чисто по-человечески. Кто выйдет против такого танка? Да никто. Никто. Вот чисто по-человечески взять. Прикиньте, у него на нем только обмундирование 60 килограмм. Я если надену, я со стула не встану. Не, ну ладно, я встану, но не знаю, сколько я шагов с этим обмундированием пройду. А вот и проблема. В спортзал ходи, брат, да? И что делает этот человек? Он остановился перед толпой израильтян и закричал выстроившимся израильтянам. Знаете, он бросает им вызов. Зачем вы вышли и построились на битву? Разве я не филистимлянин, а вы не рабы Саула? Выберите человека, пусть он спустится ко мне, если он сможет сразиться со мной. Он-то понимает, кто он такой. И он говорит, если он сможет сразиться со мной и убить меня, мы станем вашими рабами. Но если я одержу победу и убью его, вы станете нашими рабами и будете нам служить. Знаете, вот я уверен, что в риторике этого человека такое тоже некое лжесмирение присутствует. Он-то понимал, что вот эту вот часть можно вообще не говорить, если он сможет сразиться со мной и убить. Никто не сможет и никто не убьет. Знаете, вот этот мужчина 40 дней систематично выходил и издевался над Израилем. Постоянно проклинал их. Но что он сделал своими словами? За эти 40 дней он их так запугал. Библия говорит, что Саул был царем Израиля на тот момент и главой войска. И все войско, они дрожали от страха, когда его видели. В нашей жизни есть вещи, которые пришли от дьявола, и от них мы дрожим. И эти вещи нас уничтожают, убивают. Но мы к этому тоже вернемся, что нам с этим делать. И вот 40 дней систематично у него было постоянство. Он выходит и орет одни и те же слова. В это время рано утром Давид оставил стадо другому пастуху, взял ношу и отправился в путь, как велел Иессей. Он добрался до лагеря, когда войско с боевым кличем выходило на свои места. Израиль и филистимляне построились в ряды друг напротив друга. Давид оставил свою ношу обозному сторожу, побежал в ряды поприветствовать братьев. Там 3 брата у него находилось. И он был юноша, ему там 16 лет было примерно. Пока он говорил с ними, с братьями, Голиаф, филистимский воин из Гата, выступил из рядов и прокричал свой обычный вызов на бой. Давид услышал его. Увидев этого человека, израильтяне убегали от него в великом страхе. Они говорили, видите, как выходит этот человек? Он выходит, чтобы бросить Израилю вызов. Царь одарит большим богатством того, кто убьет его. Еще он даст ему в жены свою дочь и освободит от налогов семью его отца в Израиле. Давид спросил у людей, которые стояли рядом с ним, что будет тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет позор с Израиля? Кто он такой, этот необрезанный филистимлянин, чтобы бросать
бросать вызов войскам живого Бога. Они повторили ему то, что говорили раньше, и сказали: вот что будет тому, кто убьет его. Илиаф, старший брат Давида, услышав, как тот говорит с людьми, разгневался на него и спросил: что ты пришел сюда? На кого ты оставил тех немногих овец в пустыне? Я знаю, как ты тщеславен и как порочно твое сердце. Ты пришел только для того, чтобы посмотреть на битву. Что же я сделал, сказал Давид. Мне что, даже поговорить нельзя? Обычная, вот перепалка между братьями. У нас тоже дома есть братья, они там между собой общаются иногда. Я думаю, Он отвернулся от него к кому-то другому, заговорил о том же самом. Народ отвечал ему, как и прежде. Между тем, слова Давида передали Саулу, тот послал за ним. Давид сказал Саулу: не падайте духом. 15-летний пацан с царем разговаривает. Он ему говорит: не падайте духом, вы что? Из-за этого филистимлянина твой слуга пойдет и сразится с ним. Саул ответил: ты не можешь выйти против этого филистимлянина и сразиться с ним. Ты всего лишь мальчик. Кто ты? Воин. Кто ты, воин? Знаете, для большинства людей Давид выскочка. Вот просто выскочка. Приперся, он пастухом вообще, там, чебаном на Джайлоу служил, работал, каким-то людям служил. Приперся, царю указывает, этим говорит, своих старших братьев морозит. Вообще, кто ты, воин? Он говорит: да я мочкану его, ребят, вообще на изи. Ну вот переводим на сегодняшний сленг, да? Он начинает объяснять Саулу, кто он такой вообще. Твой слуга пас отцовских овец. Ну, что там дальше? И когда бывало, лев или медведь приходил и уносил из отары овцу, я гнался за ним, разил его и спасал овцу из его пасти. Если он бросался на меня, я хватал его за шерсть. Ребят, я понимаю, есть 15-летние, знаете, вот вундеркинды по 120 килограмм весят, они победят любого там самбиста, потому что они с 3 лет самбо каким-нибудь занимались. Ну, про него написано, знаете, такой с румянцей, выглядит как такой юноша, мальчик, белокурые волосы вьющиеся. Вообще не борец. Не самбист, не ММАшник, никто вообще не из этой схемы человек. И он говорит: я хватал его за шерсть, разил и убивал. Твой слуга убивал и льва, и медведя. Дали бы ему продолжить, он бы здесь список целый рассказал. Потому что там волки, шакалы, кого там только, я думаю, не было. Он самых крупных взял, чтобы впечатлить. И дальше он говорит: этот необрезанный филистимлянин уподобится им, потому что он бросил вызов войскам живого Бога. Господь, который избавлял меня от лап льва и медведя, избавит меня от руки и этого филистимлянина. Но, ребят, его похвала или то, чем он хвалился, не самим собой. Ему нечем было хвалиться. Он был румяный, краснощекий пацаненок. Он хвалился Богом своим, который может. Ой, друзья, когда мы знаем, кто мы такие во Христе Иисусе, когда мы не уничижаем себя и не ставим на уровень Мемфиосфеев, пес я грязный и позорный, ничего не значащий. Когда мы ведем себя, как Давид, который говорит: я знаю, кто стоит за мной, и я знаю, кто я, этот человек на этой земле, я его посланник, я его святой человек, я избранный, я человек не случайный, я человек, которого сам Бог подкрепляет своими знамениями, чудесами. Этот человек был смиренный, потому что он соглашался с тем, кем он был в Боге своем. Знаете, что такое быть смиренным? Это не то, что не уничижать себя, а это принять, кто ты такой во Христе Иисусе. Покажи нам 1 Петра и послание к Колоссянам. Пусть это будет ежедневное исповедание твоих уст. Пусть это будет постоянный мыслительный процесс, будет закручен вокруг этих мест Писания. Ты, Денис, который даже раньше не народ. Ты никто. Потому что ты раб дьявола, раб греха был. И он говорит: теперь ты стал человеком Божьим, народом Божьим. Это про нас, про всех. Я персонализирую это место Писания. Друзья, каждое утро ты просыпаешься, просто открывая 1 Петра, 2 глава, и погнал с 9 стиха, и говори о себе эти слова. Перестань говорить на себя что-то, что не сообразуется с этим местом Писания. Даже если у тебя ничего не получается, все из рук валится, у тебя все плохо, и ты себя чувствуешь самым последним человеком, вот кто ты есть. Независимо от того, что ты чувствуешь. Давид знал, кто он такой. Он не смотрел на себя внешнего, он знал, кто он внутри, Богом сделанный, Богом созданный. Он говорит: с кем мы столкнулись?
Он даже не обрезанный. Вот он-то как раз-таки, он выглядит как танк, а он чмо. За ним нет ни Бога, ни силы Божией, ни помазания. Этот человек не устоит перед планами Божьими. Он знал, с кем он столкнулся. И он просто подчеркивает 2 раза, это же не обрезанный человек. Это человек, у которого нет завета с Богом. Обрезание – это символ завета. Я знаю, в кем я в завете. Я знаю, кто стоит за мной. Я знаю, кто меня сюда прислал. Я знаю, кто является главой моей семьи. Я знаю, кто рулит моими финансами. Я знаю, что Он никогда не бросит, не оставит, вовремя придет и ответит на мои молитвы. И дальше здесь написано: раньше мы не знавшие милости, теперь же мы помилованы. Я род избранный. Я открываю свои руки перед небесами и говорю: Господь, я избранный человек Божий, я царственное священство. Я утром могу вообще себя не чувствовать таким образом. Есть куча вещей в моей жизни, которые расстраивают, угнетают, пытаются давить на меня. Но я просто беру над собой усилия, делаю. Я заставляю свои уста говорить то, кто я во Христе Иисусе. Снова рекомендация, друзья. Книга «В нем» называется. Возьмите эту книгу, выпишите где-нибудь, повесьте перед своими глазами исповедание, которое там Кеннет Хейгин сделал для нас. Говорите каждый день. У вас изменится мышление, отношение к себе самим. И как только здесь произойдет изменение, когда ты начнешь понимать, кто ты в Боге, вокруг тебя автоматом многие вещи начнут меняться. Дальше. Мы святые люди. Люди, принадлежащие Богу. Святой — это значит избранный Богом и отделенный для Его особенной миссии на этой земле. Дальше я призван возвещать о Его великих делах. Он призвал меня из тьмы в свой чудесный свет. Друзья, не это ли должно делать нас самыми счастливыми людьми по утрам? Утром проснулся, аллилуйя, Господь, у меня есть судьба с небес, у меня была раньше судьба от греха и от дьявола. Это все зачеркнуто Голгофским крестом. Сегодня новая судьба. Любимое место Писания мое. Здесь 3 вещи Бог говорит о нас. Что мы избранные, святые и любимые Богом. Не надо больше ничего. Знаете, люди, которые не понимают, что мы избранные им, что мы уже святые, что мы уже любимы Богом самим. Это люди, которые все пытаются что-то доказать. Они хотят кем-то стать в Царстве Божьем. Они хотят стать какими-то людьми. Я был раньше пастор, теперь я епископ. Называйте меня епископ Денис. Называйте меня так, называйте сяк. Люди, которые так и не поняли и не питаются вот этими базовыми вещами. Когда ты понимаешь, кто ты такой во Христе Иисусе, тебе не надо будет никаких религиозных кличек в твоей жизни. Вообще не надо будет. Потому что ты принимаешь себя, и ты знаешь, как Бог к тебе относится. И я уже круче в Царстве Божьем не стану, что бы я ни сделал. Открою я 100 церквей, открою я 200 церквей, получив я кличку о том, что я такой-то или сякой-то в духовном мире, это не сделает меня больше избранным, больше святым или больше любимым. Вот чем я наслаждаюсь каждый день. Друзья, я вам рекомендую каждый день говорите это, потому что почему-то так легко в нас смещается, что мы никто, мы ничтожество, у нас ничего в жизни не получится, у нас все из рук валится, я под проклятием. И там люди кучу всего про себя говорят. Так легко нам рассказывать о наших негативных частях нашей жизни, и так сложно почему-то признать то, что Бог сделал для нас. И это не от нас. Вообще не от нас. Это не потому, что я красивый, это не потому, что у меня карие глаза, это не потому, что у меня 1,80 м рост. Не поэтому вообще. Это к этому отношения не имеет. Это потому, что Христос заплатил цену, и Он меня увидел, и Он меня избрал. Да какой увидел? У меня еще в планах не было, Он меня избрал. Так же, как и тебя. Я уже был любимый, когда меня не было, потому что любовь свою Иисус для меня на кресте на Голгофском показывал в этот момент. Тогда происходило мое освящение, тогда происходил мой выход из царства тьмы в святой свет Божий. Давид что-то знал, и он не уничижал себя, в отличие от того оппонента Мемфивосфея. Вторая вещь. Про льва и медведя. Вот здесь, знаете, Саул ответил: ты не можешь, тра-та-та. Давид ему говорит: твой слуга пас отцовских овец. И когда бывало лев или медведь приходил и уносил из отары овцу, я гнался за ним, разил его, спасал овцу из его пасти. И если он бросался на меня, я хватал его за шерсть, сразил и убивал. Твой слуга убивал льва и медведя, этот необрезанный филистимлянин уподобится им, потому что он бросил вызов войскам живого Бога. Дальше 37 стих. Господь, который избавлял меня от лап льва и медведя, избавит меня от руки и этого филистимлянина. Саул сказал Давиду: иди, и да будет с тобою Господь. Вот знаете, интересный человек Давид.
То, что было его, он никакому медведю не был готов отдать. Это мое. С какой-то стати кто-то будет обворовывать меня. С какой-то стати то, что принадлежит мне через Голгофский крест, кто-то будет приходить и говорить, что это крест, который для тебя не работает, это для каких-то избранных людей. С какой-то стати кто-то мне будет сегодня говорить, что я родился в нищете, я умру в нищете. С какой-то стати кто-то мне будет говорить о том, что мои болезни никуда никогда не девались, потому что Бог уже не может исцелять. Знаете, я слышал такие вещи, когда люди говорят, 16 глава, 31 стих Деяния апостолов, где написано, что если будешь веровать, ты спасешься, ты и весь твой дом. Помните это место Писания? Это же обетование, на котором мы стоим, молясь за наших детей. И люди говорят, это было для того стражника. Люди сегодня умаляют работу Голгофского креста и умаляют Божие обещания о нас. Им проще верить в какие-то вещи, которыми они могут просто своими руками разрулить. Где я получу, где я возьму, откуда это придет в мою жизнь, как это случится со мной. Это невозможно. Когда люди, они не готовы смиряться пред Богом, они все еще уповают на силу своих рук. Да, это невозможно сегодня с твоей зарплатой купить тебе, если ты уповаешь на зарплату, купить тебе квартиру. Но как только ты начнешь на Бога живого уповать, придет какая-нибудь тетенька, к примеру, и скажет, слушай, а вон там бабушка есть, ищет человека. Последние 2 года она живет на этой земле. Ищет человека, который бы ухаживал за ней, готова переписать квартиру. Я причем это из жизни говорю, ребят. И потом человек получает через год, через 2 квартиру, и он говорит, я никогда бы в жизни не заработал. И я вижу, как Бог меня благословил. Просто он начал молиться, и возможности открылись. Кто-то сейчас сидит, скептически смеется надо мной и думает, все бабушки мира не готовы умереть сегодня, да ради нас всех. У тебя есть свой путь. Просто смирись и скажи, Бог, я отказываюсь уповать на свои силы, своими силами никогда не куплю, да, я знаю, но ты можешь. Ты можешь. Одно дело просто признавать, что я не могу, у меня не получится, и дальше не идти. Другое дело смириться и сказать, ты можешь. Помните, я рассказывал про миссионеров, которых вызывали и говорили, давайте выходите, чтобы у вас квартира была. И я такой сидел, он что, мне не надо, у нас там бесплатная квартира чмошная, бесплатная. И я помню, нас заставили фактически, я вышел, за меня помолились, и я вдруг начал думать в эту сторону. И знаете, что случилось? Через несколько буквально дней или недель ко мне пристал человек, сам пристал. Я не знаю, откуда он взялся. Его привел какой-то брат. Говорит, Денис, послушай его. Это был неверующий человек. Он говорит, купите у меня радио. Я говорю, какое радио, мужик, ты что? Мы радио не занимаемся. Он говорит, вы Евангелие проповедуете. Вот мне мой Кент проповедовал. Говорит, Денис, там главный у вас. Я понимаю, вам надо через радио проповедовать. Я говорю, мы в эту сторону даже не думаем. И он меня убалтывал. А потом, когда я уже все, братан, уходи ногами отсюда, он говорит, а там еще квартира есть. Знаете, как ту-ду-ду-дун. В смысле, какая квартира? А там к этому радио у нас, говорит, это радио владеет квартирой. Правда, оно в залоге у банка, но эта квартира уже есть. Я говорю, сколько радио стоит? $100. Это было дешевое радио. И мы купили залоговую квартиру таким образом. Она в залоге была, за нее надо было кучу денег платить. Оказывается, этот человек даже банк у него отобрал вообще эту квартиру, он ни разу ни одного платежа не сделал. Поэтому мы этому человеку даже ничего, кроме как за радио, эти $100 отдали, переоформили все на себя. И вместе с радио я пришел в банк, говорю, ребят, там где-то моя квартира есть. Они говорят, да, есть. Платить будешь? Я говорю, да, начну платить, давайте платежи. Они мне там какие-то платежи, знаете, на тот момент мы уже хорошо зарабатывали. И эти платежи мне показались смешными вообще какими-то. Я говорю, а где квартира? Они мне дают ключи, поехали. Мы приехали с завхозом этого банка. Не знаю, у него там какая-то, конечно, он директор по хозяйственной части. Это я просто говорю завхоз. Важный человек, все показывает, все рассказывает. Потом мне дают ключи, говорит, все, это теперь твоя квартира. Бог может! Вот он, я только что, я жил в непонятном месте, у меня шанса не было купить даже за $1500, тогда такие цены были. Мне казалось, это баснословная цена. И просто Бог нашел возможность, как только мы начали молиться, мы начали соглашаться, у тебя куча обетований. Выпиши эти обетования на бумагу, поставь из них цели, сделай. И начни постоянно за это ходатайствовать, молиться. Друзья, у нас столько обетований. Но единственное, что, когда слышишь христиан, которые говорят, у меня не получилось, я 1 раз молился, я 2 раза постился. Чего? Есть обетование, за которое надо вцепиться. Как помните, Иаков вцепился в ангела. И ангел уже не знал, что с ним делать. Его по бедру. И потом он всю жизнь хромоногий. Для его детей, это
Каждодневное напоминание о том, что им надо быть как их отец, который взялся и говорит, не отпущу, пока не благословишь. Вау! Вот кто такие христиане. Это не те люди, которые попробовали и говорят, Петр говорит, пойду рыбу ловить теперь. Ладно бы, если бы многие просто на рыбу соглашались, пойду снова делать пакости. Буду смотреть, буду бухать, буду то, буду сё, буду это, третье, десятое. Ребят, не сдавайтесь. Наше обетование – это та вещь, за которую нам нужно вцепиться и воевать. Нам не надо сдаваться, это вообще не наш путь. Третья вещь. Вот этот пацаненок, он был готов сразиться с врагом. Он был готов воевать, и он был готов на кон поставить свою жизнь. А его там могли грохнуть, ребят. Реально. Планировали его там грохнуть. Но этот мужчина, или этот мальчик, этот парень, которого звали Давид, у которого мы сегодня учимся, это был человек, который понимал, с работой дьявола смиряться нельзя. Даже если уже всех он покорил, даже если все уже прогнулись, он говорит, я не такой. Взял свои камушки из ручья, вложил в рогатку, и эта 3-метровая лосина, только знаете, вот падает и такая пыль. Когда ты воюешь, только тогда ты побеждаешь. Не когда ты смотришь на то, как другие воюют. Когда ты воюешь. Билл Джонсон, он говорит, что наша война, она же вот здесь происходит, в голове. Наша битва вот здесь. Вот здесь мы с врагом либо соглашаемся, либо мы здесь его побеждаем. Вот здесь все происходит. И, например, Крис Волотон, он рассказывал о том, что у него была панические атаки. Модное слово! У меня были панические атаки, когда я наркотики употреблял. Конкретно панические атаки. Тебе кажется, что вот оттуда сейчас кто-то выбежит, что вон тот человек на самом деле, это не женщина, это просто переодетый определенный там человек. Знаете, это паническая атака. И ты сидишь, спрятался от всех, и ты закрылся. И когда я слышу сегодня христиан, я не смеюсь над ними. Но когда я слышу христиан, которые живут в этом, я понимаю одно, что наркоманы это не могут преодолеть. Алкаши это преодолеть не могут, но христиане это могут преодолеть, потому что нам дана сила, которой мы можем пленять наши мозги во имя Иисуса. Мы можем просто запрещать, разбивать твердыни определенные, и панические. Столько страхов сегодня. Вот просто нас, знаете, вот нас немножко запугали в каких-то вещах, и все. Мы как будто парализованные. Мы ничего не можем, мы всего боимся, мы шаг боимся сделать, потому что якобы у нас ничего не получится. И вот этот Крис Волотон, я не помню, кто из них, рассказывал с позиции медицинской. Он объяснял, как устроен мозг. Он говорит, я общался с этими это не хирурги даже, это люди, которые изучают мозг, и они говорят, мозг это джунгли. И тело человеческое так устроено, оно хочет идти по кратчайшему пути во всем. Вот во всем. Любые вещи, тело выберет самый легкий, самый кратчайший путь. Мозг точно так же работает. А кратчайший путь это там, где уже тропинка есть. И вот он объясняет, он говорит, что из-за того, что мы с детства многие вещи негативные приучили здесь в мозгу хранить, и это как тропинки. А у некоторых это трехполосные, шестиполосные дороги, по которым мы ездим всегда. К примеру, пришел какой-то страх, какой-то ужас, какой-то филистимлянин начинает нас запугивать. Все, мы начинаем трястись, потому что мы погнали по этой тропинке. Мы позволяем этим мыслям сразу работать в определенном направлении. Не получится, не успеет, не смогу, не успею. У меня всегда там какие-то проблемы возникнут на пути. То есть человек еще ничего не начал делать, а он уже пошел по этой тропинке страха, сомнения, неверия. И вот здесь наша война с дьяволом, друзья. Это не тогда, когда мы там орем, вонючий дьявол, я откручиваю тебе голову против часовой стрелки, я выпинываю. Я вам серьезные вещи говорю. Как некоторые духовную войну вели. Они думали, что вот ты дьявола сейчас там запугать должен. Давид не вышел, он не пугал его. Чего его пугать? Он слишком самоуверенный, он 6000 лет. Друзья, дьявол специалист в психологии. Он во всем специалист в том, чтобы искушать людей. 6000 лет он этим занимается. Опыт вот такой. И Давид не стал с этим опытным бойцом на его поле бороться. Он просто поменял полностью стратегию. Камни, рогатка и в слабое место бахнул его. В смысле, ты даже меч не вытащишь? В смысле, ты даже копьем на меня не махнешь? В смысле? Он поменял все, он просто знал стратегию, которая пришла от Бога. У нас одна стратегия – побеждать здесь, в наших мозгах. Вот у тебя есть там тропинка? К примеру, давайте вот самые примитивные примеры возьмем. Порнография. Однажды, статистика говорит, что где-то с 12 лет начинается вовлечение в порнографию. Один раз человек посмотрел, и вот вырабатываются определенные
эндорфины, да, в голове. Вырабатываются определенные, знаете, определенные вот эти вот чувства, когда человек посмотрел, и ему так кайфово, как будто бы. Да, потом стыдненько, потом неприятненько, а если вдруг ты еще и христианин, так вдвойне, в церковь приходить, на всех смотреть, тем более как-то стрёмненько. Но вот это вот состояние, когда тебе плохо, а ты вдруг раз пошел, посмотрел, и тебе лучше стало. У некоторых это с едой, сахар. Пойду в Куликовский, зайду обязательно, когда мне плохо. Накуплю кучу всего. Кто чем там, знаете, вот кто чем, кто на что был с детства настроен. И там тропинка протоптанная. И потом, знаете, это уже у многих не просто тропинка, а целый хайвей, шестиполосный. Любая ситуация, ты на этот хайвей встал и погнал делать неверные вещи. Так вот, победить дьявола на самом деле, это просто отказаться по этому хайвею кататься. Просто я больше так думать не буду. Я не буду позволять обидам, я не буду позволять зависти, я не буду позволять гневу, я не буду позволять похоти гнездиться в своей голове. Я не буду. Я отказываюсь от этого во имя Иисуса Христа. Вот она война, где вся наша. С нищетой точно так же. Что у тебя ничего не получится, ничего не будет двигаться, расти, что ты никогда не будешь бизнес свой нормально развивать, бесконечные проблемы тебя ждут. С семьей у некоторых. Попробовал, тебя отвергли, все, я никому не нужен, я там космическое некрасивое существо, никто за меня замуж не выйдет, не женится. Это все, это тропинка, по которой ты идешь с определенного возраста. С этого дня сделай решение. Прямо сейчас ты здесь сидишь, сделай решение. Это квест, это, знаете, это такое, это борьба. Это нужно сделать для себя вызов определенный, челлендж. Сделай это прямо сейчас. Просто этот выбор, что ты сразишься, и ты будешь побеждать. И знаете, прикол-то в чем? Когда ты начнешь думать по-другому, ты начнешь протаптывать. Первый день ты протопчешь маленькую тропинку, еле заметную. Второй день эта тропинка станет больше. Какой-то умный человек сказал, если по лесу пройдет один человек, получится тропинка. Если пройдут 10 человек, будет дорога. Если пройдет 1000 человек, там появится проспект в лесу. Вот в твоем мозге надо правильные проспекты начать выстраивать. И ты спросишь, а что же с тем моим проспектом, где похоть у меня была, порнография была, где у меня страхи были? Это же джунгли. Это же джунгли, все очень быстро зарастает. И потом на этой дороге даже запаха не останется, там появятся новые деревья на месте этой дороги. Слышите, друзья? Это вот тот челлендж, который нам нужно самим себе бросить. Это просто каждый день исповедовать, кто я такой во Христе. Начать со своими вот мыслительными процессами, останавливать их и сказать: Денис, ты святой человек Божий, это не твое. На любом языке говори, но главное начни, открой борьбу. Закинь для себя этот вызов и скажи: я буду бороться, пока не преодолею, пока не победю, пока не выйду человеком, который выше этого. Сколько в нашем мыслительном процессе разочарований, друзья. У кого-то что-то не получилось. Я, например, знаю огромное количество людей, которые умерли от болезней. Я продолжаю молиться за болезни, я продолжаю стоять в исцелении своего тела. Я не употребляю никаких таблеток. Это не хвастовство. Я просто продолжаю верить в обещание Божие. Я не позволяю своему мозгу наполнить вот этой дьявольской лжи, наполнить мой мозг. Что вот тот умер, этот в 50, этот в 48, этот от той болезни, этот от такой болезни. Это не мой путь. Я не буду это принимать на свой счет. Я не буду это принимать в свой мозг. Выбирай сегодня веру Божию. Пусть у тебя здесь будут дороги, по которым шагает вера в Бога живого. Один челлендж я вам расскажу. 250 000 шагов за неделю. Кто из вас в день проходит 10 000 шагов хотя бы? Вау! Вас Бог благословит обязательно. Ну, как минимум, часть жира отвалится, это 100%. Это 100%. Инфа, как говорят, 100. Но, знаете, если мы поставим перед собой эти челленджи, если мы бросим перед собой эти духовные вызовы, каждый день читать Библию, каждый день молиться на иных языках, там, 10 минут, каждый день слушать каких-то проповедников достойных, которые качают веру. Ребята, я вам могу сказать, я просто гарантирую вам, что у вас не жир отвалится, у вас духовная жизнь выпрыгнет. Если вы это на каждый день, например, вот 2025 год, каждый день буду читать Писание, каждый день, независимо от своих чувств, от своих переживаний, буду вставать в определенное время, буду говорить на себя то, кто я есть во Христе. Это вам просто вызов, друзья. Это наш духовный рост, нет другого роста.
паническая атака у меня. Все, выключил все, закрылся, там спрятался под одеялом, там 2 дня не выхожу. Мужик, тебе 25 лет, ты чё? Люди ради фана, ради прикола, они ставят для себя какие-то цели и достигают их. Христиане, жизненные цели. Просто чуть-чуть попробовал, чуть-чуть там, ой, не, наверное, не для меня. И губа трясется. Мужчина, тебе 25 лет. Перестань, губу уже нормально. Давай, мужик, ты мужик. Ну ты мужик. Качай, давай. Если ты девушка, ну стань нормальной девушкой. Правда, нам надо просто прийти в себя. Помните, я как-то раз говорил, если я вам буду давать каждый там, ну не знаю, каждый день, когда ты проводишь со Христом $100, да многие из нас, многие из нас, мы сразу все вот это вот победим. Сразу что-то поменяется в жизни. О, блин, $100 же это стоит. Все, и ты начнешь каждое утро молиться, каждый день там заниматься определенными вещами. Я не могу вот это. У тебя это просто уйдет из лексикона. Потому что у тебя мотивация. В Царстве Божьем, к сожалению, Христос нас никогда не мотивирует деньгами. Он совершенно другими вещами, вечными вещами мотивирует. Есть вечные вещи, есть вечные награды, есть вечные обители, есть вечная жизнь, есть вечные награды, есть вечное предназначение, которое никто, кроме тебя, не исполнит. Пусть это мотивирует тебя двигаться вперед.